Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики библиотеки Smart. Хочу вам представить новый курс «Цифровой леттеринг», который буду вести я. Меня зовут Полина, я ведущий технолог Smart лаборатории. Что же такое леттеринг? Сейчас леттеринг на пике популярности. Наверное, вы уже видели его в интернете, в Инстаграме, в оформлении Инстаграм-страничек, меню, в кофейнях и в ресторанах. Леттеринг – это такой вид творчества, в котором мы рисуем буквы, и в отличие от типографики и шрифтов, каждая надпись, созданная леттерингом, уникальна и неповторима. Мы можем использовать разные материалы: маркеры, мелки, акварель. Можно даже нарисовать это простыми карандашами и ручкой. Мы можем комбинировать разные буквы, использовать элементы рисунка. В данном курсе мы будем создавать цифровой вариант леттеринга. Но вначале, конечно, мы начинаем нашу работу с традиционных материалов. Для этого курса вам понадобится линейка, карандаш и обязательно черный маркер или черный фломастер. Начинается работа с поиска цитаты или слов, которые мы собираемся с вами нарисовать. Для этого урока я выбрала цитату «В каждой книге живет волшебство». Эта надпись состоит из 4 слов больших, длинных, которые мы разделим и будем рисовать каждое слово в отдельную строчку. На бумаге А4 с помощью линейки делаем нашу отметку, где будет находиться наша надпись, и начинаем писать нашим почерком первое слово в каждой. Мы также комбинируем нашу надпись печатными буквами. Первое, что мы должны с вами сделать, это сделать скетч, то есть набросок карандашом. Отмечаем место, где мы собираемся писать наши буквы. Далее мы подправляем, исправляем, если нужно выбрать другую композицию. Главное у нас это, чтобы надпись была красивой и читаемой. Для того, чтобы работать с леттерингом, художественного образования, каких-то особых навыков не нужно. Любовь к творчеству и вдохновение – это все, что нам нужно. Для этого урока мы будем делать все традиционно, а на следующем уроке обязательно вот эту надпись вы должны сохранить, чтобы мы продолжили с ней работать уже в компьютере. Для того, чтобы прорабатывать скетч, нам нужно сначала расчертить все карандашом, все это стереть и аккуратно обвести надпись с помощью маркера. В последующем мы добавим к нему элементы рисунка, звездочки, линии для улучшения нашей композиции.